На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. 4 ноября на площади у Абхазского драматического театра состоялся митинг. Работы по ремонту водопровода проведены некачественно. Беслан Эшба на встрече с Советом Общественной палаты Абхазии. Отдавший жизнь за науку. 4 ноября исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося кавказоведа Анатолия Генка. Акция протеста ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. К 2 часам дня 4 ноября на площади у Абхазского драматического театра начался митинг против решения президента по восстановлению в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар после инцидента 30 сентября. На митинге выступили члены Объединенного совета ветеранов Отечественной войны, общественные и политические деятели. Обо всем по порядку Элеонора Гилаян. Первым к микрофону вышел общественный деятель, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Ахрабжаня. Он сразу обозначил это мероприятие как мирную акцию протеста против действий властей и нарушения конституционных прав и свобод граждан. Случилось беспрецедентное за всю послевоенную историю Абхазии. Помимо того, что были нарушены правовые аспекты в отношении людей, которым мы все обязаны, собственно говоря, существованием нашего нового независимого государства, в отношении наших ветеранов было применено неадекватное применение силы, которое невозможно объяснить с моральной и с идеологической точки зрения. Мне кажется, что все здравомыслящие люди Абхазии, все, кто любит Абхазию и кто хотят и хорошего, и процветающего будущего, солидарны с этой точкой зрения. Вот сейчас получилось так, что часть нашего общества стоит здесь, а часть нашего общества, разделенная парком Баграта-Щинкуба, находится буквально в 200 метрах. Но я вас уверяю, что все, которые находятся здесь, и подавляющее большинство, которые находятся по ту сторону парка, едины в этом мнении. Поэтому я считаю, что мы проводим объединенный митинг. И мы сегодня обращаемся ко всем, к тем, кто стоит здесь, к тем, кто стоит по ту сторону парка, кто смотрит нас в прямом эфире, благодаря журналистам, и кто будет это смотреть на телевидении. Наше обращение ко всем. Мы думаем о будущем Абхазии. Мне очень приятно видеть здесь много молодых людей. Я надеюсь, они тоже выскажутся. Еще раз спасибо вам за то, что вы пришли. Ахрабжаня передал слово ветерану войны, представителю села Адюбжа Валерию Ман. Он в своем выступлении отметил, что до сих пор никто со стороны государства не смог дать правильную оценку инциденту на набережной 30 сентября. Это неправильная оценка сегодня нас вывела на площадь. Если бы глава государства, как было достойно главы государства, решил бы вовремя вопрос, решил бы, как подобается командующему всеми войсками, к сожалению, он на сегодняшний день является таковым, всех этих эксцессов не было бы. И поэтому то, что он своим решением заново назначил министром МВД, это говорит о том, что у нас нету главы государства, нету президента. У нас обезглавлено наше государство тем, что от своим поведением за главу государства решают другие люди, он просто выражает, выносит это на людей. Вот как это можно понимать. То, что в инциденте все это произошло с прямым участием самого Дмитрия Дбар, это всем ясно. В таком инциденте нужно было просто-напросто сказать 2 слова ветеранам, и все было нормально. Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба сделал акцент в своем выступлении на действиях властей по ограждению правительственного комплекса страны и подверг критике деятельность главы государства. Что заставляет Аслана Георгиевича Бжания, главу абхазского государства, избранного большинством наших сограждан,
ограждаться от своего же собственного народа высоким железным забором, который пригвоздили уже к асфальту. Этот асфальт тоже испортили. Что это такое? Почему так происходит? Почему глава государства не смог урегулировать этот конфликт сам? Потому что глава государства, который уже почти 2 года у власти, не выполняет и не собирается выполнять ни одного своего предвыборного обещания. Он не делает ничего, за что беспощадно критиковал прошлую власть. Он не меняет жизнь простых граждан к лучшему. С приходом этой команды жизнь простых граждан, учителей, которых сегодня сюда привезли, медработников, сотрудников той же милиции не стало лучше. Перед тем, как зачитать резолюцию, Ахрабжани отметил, что все претензии, звучавшие на митинге, направлены в адрес руководства МВД, а не рядовых сотрудников. Единственным способом стабилизации ситуации, возвращения ее в правовые рамки по-прежнему является отставка министра-2 и справедливое разрешение инцидента. Если президент и дальше во главу угла будет ставить не вопросы законности и справедливости, а свои личные политические договоренности, будет и дальше идти на резкое обострение внутриполитической ситуации, вся ответственность за эскалацию напряженности в обществе целиком и полностью ляжет на него. Призываем все общественно-политические силы страны в этот непростой для нас час объединиться в преддверии парламентских выборов для защиты интересов будущего Абхазии. Затем была определена делегация из числа участников мирного протеста, которая отправилась на переговоры в администрацию президента. Элеонора Гилаян, Саид Айба, Торник Амичба, Абаза ТВ. Полную версию репортажа с митинга протеста смотрите после выпуска новостей. Комплекс правительственных зданий с самого утра 4 ноября был окружен усиленными защитными ограждениями. За ними дежурили сотрудники правоохранительных органов, а на площади собрались сторонники президента Аслана Бжани. Митинг не проводился, люди ждали, чем закончится акция протеста Объединенного совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Позже состоялась встреча представителей митингующих с главой государства, где была предпринята очередная попытка найти консенсус. Спустя 2 часа после встречи с президентом Асланом Бжани вернувшиеся руководители оппозиции и ветераны выступили перед собравшимися сторонниками у драматического театра. Мы со своей стороны довели до президента резолюционную часть, которая была принята на митинге. В свою очередь выслушали по этому поводу мнение президента, его решения, которые я вам транслирую. О том, что дело находится в Генеральной прокуратуре, о том, что два уголовных дела, что он может двигаться и решать только в правовом поле. Со своей стороны у прямых участников того инцидента есть возможность подать в Верховный суд на апелляцию, если их не удовлетворит решение, и даже поменять следователей на этом этапе, если будет замечена какая-то претенциозность с их стороны. Но суть ответа заключается в том, да, что он будет двигаться только в правовом поле, опираясь на мнение Генеральной прокуратуры. И в общем, в ближайшее время примет решение по завершению этих уголовных дел. Я вам транслирую именно то, что было сказано. На этом все не заканчивается на сегодняшний день. Из того, что президент сказал, мы будем, исходя из этого, следовать в своих действиях и в своем мнении. Главные участники этого конфликта, который необходимо разрешить, они не удовлетворены. Мы
говорить о том, что оппозиция со своей стороны политизирует этот вопрос, по мне спорно, поскольку я напомню, что в первый месяц мы вообще в эти процессы не вмешивались, поскольку село Адыгда является провластным, и мы давали возможность внутри провластной среды прийти к разрешению этого вопроса на основе справедливости. Подключились, наверное, где-то после месяца, только тогда, когда ни сельчан, ни ветеранов не услышали. Да, и там, говорить о том, что мы его чрезмерно политизируем, вот как раз моя подача заключалась в том, что давайте мы в этом святом для всех вопросе не будем расходиться, не будем его поляризировать на своих и на чужих, хотя бы в этом вопросе. И мы поднимались, разговаривая там с действующим президентом, точно не как враги. И даже не оппоненты. Это не тот вопрос, который действительно нужно политизировать. В этом я абсолютно убежден. Леонид Завченко, Амчраш, Данааз. Ари виза зелез, увидим щит, увидим хуйт, увидим адрахум, тем более ветеран Чаргана Хала, иха Яшамку имя помогает, яну иза, успева замаз, согласно жда, она власть дадгула называн. Нас загубу за однодневного вараврах шумцанха, яхи газмацара, яхаиха президент, ик шамукша яха, ахших зерцаса стахурак замзюрится на Ежилана 5 июля, на МВД Яклус. Рауль Хаджим Ябзами нас изыдызгула зуиза яхизуй Афцара, Хамихуз, Авайлам Нарцезуана, يخي أربع البروكوتور حسابها دوبيتوا البروكوتور لما حركة هذا فيتران شهوس خرز ها يرياب زمير أخذ ياخذوه يابن يا حق شيء نروح جاكي شمسانو جاكي أربع мы резолюцию окончательную мы готовим. Здесь уже вопрос Дмитрия Сергеевича, вопрос стоять не будет. Готовы, сейчас будет резолюция. Мы вам огласим, не расходитесь, я думаю, 5 еще, 10 максимум, резолюция будет готова, и мы вам скажем, какие дальнейшие наши действия будут. Новую резолюцию представители Объединенного совета ветеранов готовили более 1,5 часов. По ее итогам принято решение оставить за собой право провести всенародный сход с требованием отставки президента Аслана Бжания. Уважаемые сограждане, Обращение к президенту Республики Абхазия от Объединенного совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. На сегодняшний день мирная акция протеста, организованная объединенной оппозицией представителями села Дзюбжа, мы в очередной раз в рамках правового поля предприняли попытку разрешить сложную общественно-политическую ситуацию, связанную с избиением ветеранов войны в День Победы и независимости Абхазии министром внутренних дел Дмитрием Дбар и его заместителями. После проведения акции протеста на театральной площади Сухума к главе государства была направлена делегация с просьбой услышать требования ветеранов и широкой общественности, принять единственное возможное решение об отставке министра МВД, тем самым сохранить лицо и вернуть доверие народа и к институтам власти. Ранее с подобными требованиями и призывами разрешить сложившуюся кризисную ситуацию к главе государства обращались представители Совета старейшин, Общественная палата, ряд политических партий и движений, депутаты парламента Абхазии. К сожалению, ни одна из этих попыток не привела к положительному результату. Отказ президента, гаранта Конституции Республики Абхазия, обязанного обеспечить законные права и свободы человека и гражданина, пойти на компромисс ради достижения согласия и стабильности в обществе,
расцениваем как нарушение своих конституционных обязанностей, а также как попытку нивелирования базовых идеологических и моральных ценностей, завоеванных в результате победы в Отечественной войне народа Абхазии. В связи с вышеизложенным, а также с тем, что мы исчерпали все возможности защитить свои законные права, оставляем за собой право на проведение акций протеста и проведение всенародного схода с требованием отставки президента Бжаня. Так как считаем, что он не в состоянии выполнять взятые на себя конституционные обязательства. 4 ноября 2021 года, город Сухум. يحرك يبرا فيتران شروسه يدخل أشعار شزكتوب خشاسفه يخدقي يناتخلي وإذا سشحويت حرارة حمزة يا أيوة جام شروما يجيم شروما مسكونت قوما يحبيتو أرا يحقني حيد وبيقن أشعار شاي حبت شاي زيجي زبور بالوا زيجي أشتزف عن زيجي زحكو هرا حقاس حبيت زم أخاجلر إزجنا أجلر يرخا أتذكر يرخا عم شخوا ويعم شتجي دخم فتز يخبز سبيتز خويك بريزيدنت حب سخك وبيام جا وبيقول يرسنا وعايزحكو أجلر أتقول أياشر خان جاجدر أتقول زغنا حوسكو دوكا عشتوب ويعم شتشحك بيتزاد أما شران شيء حيتا يجيلك زيجا زعلات يزيجا. После того, как люди на площади у драмтеатра стали расходиться, к собравшимся у администрации президента вышел заместитель главы Сухумской мэрии и призвал обе стороны не делить народ на чужих и своих. Он отметил, что выход из сложившейся ситуации нужно искать исключительно в правовом русле. Затем к собравшимся обратился президент Аслан Бжани. ناس أبصار يا أملاص حق جاعزم وبري خويز مريشو حق جزبوم أوي ريشو توي أيتوت زي شابتخو زي خشو زمرو زي يلقى زمرو بري حرشو يحرتيو هوا جراتشيل زم حبشاي وبري زرعنا أجردود زي الصود أشحر أشتا يسمشا أبصق أنا على أيغلري زرقوت جبات دربوت واخ جناخ جراخ يغوزيجي а президент загирзен до президента бара позиция до президента президент иджаус звоит гло уйчит до президента бханак зами шо зиги дахзейб шум зигачера аларо биртаху зигабзера аларо биртаху Хасан скурсуагар езас абраезас адрамтят рабхезас елых амцаква ташазник я алета тагла заша абас Хайзар Харатахума Знекумба Винтумпо Сфахети Гиф Дервит Абрикала Захтас Адгидазараздем Арикала Захтас Зигербиалси Аха Усанапхаги Ихарчевц Мяки Пахтар Сахалагит Ихав Ран Зигубри Хачу Хабха Агибурта Аусна Хагзар Ашачаха Ахцот Сара Езес тауп хашас фарстаху избана бзер дарбен заалаг я хада ауса нива ава рыдгал ранибо уйдара имчту хайбхазок тауп хара яхтан ахатарнакса аминтинг анпиайз ирахфаз фихай عشرة ناقن يرولر حد واسع قبصار ردر كليت يجوز ساق زرقي حبخ آية أحسوا شجقا
يحرخروا بحملات عيد كلرخ وبرزقنا الجباع زبط سابقة عجي وبرزقنا الجباع برا سزقوب سزخيوب يتوب حكاس حوض أبزر في زعلات وز بزيل أنفع هيكون شلال أبريالا شزيك يتوب حكاس حوض كخايز الجباع خيف بز يخش شكوشك كلن يتوب أبناء البركسان وز بزيل أنفع هيكون شلال أبزر في زعلات توب جالس. После этого собравшиеся на площади перед администрацией президента люди начали расходиться. Между тем, 3 ноября сотрудники службы госбезопасности совместно с представителями Черноморэнерго и Госстандарта обнаружили на территории тепличного хозяйства в селе Адзюбжа Ачимчирского района действующую майнинговую ферму, сообщает СГБ Абхазии. Владельцем представился Беслан Киут. Ферму демонтировали, изъятые аппараты поместили на склад временного хранения Госстандарта Абхазии. На ферме находилось 77 аппаратов по добыче криптовалют. Оборудование различной модификации было незаконно подключено к трансформатору тепличного хозяйства. Официальная хроника. Президент Республики Абхазия Аслан Бжаня поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным праздником – Днем народного единства. В поздравительном адресе, в частности, говорится: этот день является символом таких незыблемых ценностей, как любовь к родине, единение народа, уважение к истории своей страны. Многонациональный и многоконфессиональный российский народ во все времена отличали мужественность, патриотизм, почитание ратных подвигов предков. Сегодня, когда мир столкнулся с новыми вызовами, национальное единение особенно важно. В Республике Абхазия высоко ценят тот уровень межгосударственного абхазо-российского сотрудничества, который существует между нашими странами. Взаимодействие между Республикой Абхазия и Российской Федерацией основано на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Конец цитаты. Глава МИД Абхазии Даур Кови направил поздравительную ноту в адрес министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по случаю празднования Дня народного единства. В ноте, в частности, отмечается: этот день олицетворяет единение народов России разных национальностей и вероисповеданий. Он также показывает нам, что любовь граждан к своей родине преодолевает все сложности и вызовы, какими бы сложными они ни были. Между Республикой Абхазия и Российской Федерацией выстроен конструктивный диалог, межгосударственные отношения активно развиваются в самых разных сферах. Внешнеполитические ведомства наших государств успешно сотрудничают в решении вопросов двусторонней повестки. Убежден, что абхазо-российское взаимодействие и далее будет плодотворно развиваться на благо наших дружественных народов. Конец цитаты. Между тем, накануне в Москве состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня международных женевских дискуссий. 3 ноября замглавы МИД России Андрей Руденко принял главу абхазской делегации на международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Замглавы МИД Абхазии Ираклия Тушба, сообщает сайт МИД. Участники встречи также обсудили некоторые вопросы двустороннего российско-абхазского взаимодействия по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 3 ноября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 458 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 142 из них. В Гудаутской ЦРБ скончались 3 женщины – 76, 87 и 85 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 32 122 человека. Зарегистрировано 466 летальных случаев, выздоровели 27 068 человек. Печальная весть. Коллектив Гудаутской центральной районной больницы извещает о смерти заслуженного хирурга Абхазии, награжденного медалью за отвагу в ходе Отечественной войны народа Абхазии Павла Ивановича Мендолина, и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Работы по ремонту водопровода проведены некачественно. 3 ноября Совет Общественной палаты Абхазии провел расширенное заседание, на которое был приглашен глава администрации Сухума. В ходе диалога Беслан Эшба отметил, что вскоре на центральных улицах Сухума начнут укладку асфальта. Эту тему мы раскрыли накануне. Сегодня смотрите репортаж, в котором глава администрации комментирует проблему водоснабжения в столице. Слово Анастасии Никоновой. В ходе расширенного заседания Совета Общественной палаты Абхазии с участием главы администрации столицы Беслана Эшба были подняты наиболее обсуждаемые в нашем обществе проблемы – ремонт центральных дорог, отключение света и воды. По словам главы города, жители Сухума испытывают дискомфорт из-за того, что ремонтные работы водопровода были проведены некачественно. Единственный мы имеем подтвержденный факт – это работа 2016 года в городе Сухум по улице 4 марта и сейчас Фазиля Искандер и по улице Имама Шамиля. Там, где прокладывала одна компания эти трубы. Да? Вот. Нет вопросов к самим трубам. Вроде бы есть некачественные швы соединения этих труб между собой. Вот теперь что надо делать? Ну, многих уже нет живых, там, допустим, те, которые работали в этой фирме, да? И она практически перестала работать на территории Абхазии. Материалы у нас есть, акты у нас есть и так далее. 1400 мероприятий провел водоканал в этом году. Еще пока 9 месяцев только закончилось. Да? Это имеется в виду утечки, протечки и так далее. Я когда говорю, что у нас 4-5 аварий в день, это я не шучу, я правда говорю. Сегодняшняя остановка – это ремонт на 4 точках. А главное, вынуждены были остановить. Почему? На последний узел вяжут на углу Лакоба и Джонуа. Там переход надо сделать, и все. И мы тогда уже смело на этом перекрестке асфальт можем положить. Из-за ремонта водопровода в одной точке приходится отключать весь город по причине того, что при проектировании водопровода в Сухуме много лет назад не были учтены так называемые водопроводные задвижки, которые позволяли бы перекрыть воду в одном районе, где ведется ремонт трубы. В любом нормальном, особенно столичном городе, когда кто-то проектировал, наверное, в свое время коммуникации, как-то должно, наверное, было предусматриваться хотя бы районно, да? Что-то где-то можно было перекрыть, чтобы локально ту или иную проблему локализовать. Вот бывший глава администрации здесь сидит. Пускай скажет, где-нибудь в городе Сухум это есть. Для того, чтобы здесь, если без остановки воды нельзя какую-то течь остановить, приходится отключать весь город. Насосы в этом, как его звать, на Гумисте, которые стоят, или на Келасурах. А здесь еще вода у нас, резервуары наполняются. У нас 7 резервуаров вот здесь вот по городу. Один, правда, уже давно не работает на Чанба. Его надо полностью новый строить. 6 резервуаров, все в аварийном состоянии. Вот остановишь насосы, еще с резервуаров тут надо подождать 3-4 часа, пока вода спустится, потом ее восстановить, а потом включить насосы, пока вся система обратно заполнится. Вот в таких условиях находится администрация. Теперь, почему это не было раньше так, почему сейчас? Не потому, что Эшба перерыл весь город, а потому, что в город Сухум никто никаких денег за это время не вкладывал. Финансирование Сухума недостаточное, считает Беслан Эшба. На нужды столицы выделяется гораздо меньше денег, чем необходимо самому густонаселенному городу Абхазии. Я не хочу никого обидеть. В Гагру более 3 миллиардов, в Гудауту там 1,5-2 миллиарда. Там, я не знаю, Вачимчирский район, да, там сейчас улицы, там в деревнях, в селах, дай бог здоровья. Город в чем провинился, можно спросить? Ну, подождите, слушайте, а эти коммуникации столько не живут. И никто у нас из жителей там не ковыряется, не делает, чтобы какие-то искусственные повреждения сделать. Наоборот, люди бережно относятся, но в конце концов. Вот только взялись за 3 улицы, столько остальных, такое количество параллельных проблем стало возникать вокруг этих 3 улиц, ну, за голову берешься, понимаете? На встрече был поднят вопрос и о деревьях, которые пришлось срубить в результате работ на Абазинской улице. Беслан Эшба отметил, что вместо них будут высажены 150 магнолий. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Отдавший жизнь за науку. 4 ноября исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося кавказоведа, крупнейшего специалиста по языкам и культурам горских народов Кавказа Анатолия Несторовича Генка. В середине октября вышла в свет уникальная книга Генка «Введение в этнографию Кавказа». Материалы стали доступными благодаря колоссальной работе сотрудников Академии наук Абхазии под руководством Зураба Джапуа. О ценности издания, его содержании и значимости в материале Эланы Казанба.
Анатолий Несторович Генка родился 4 ноября 1896 года в семье ученого-лесовода. После окончания Петербургской первой гимназии он поступил на классическое отделение историко-филологического факультета. С тех пор вся его жизнь и деятельность были посвящены изучению языков и культур горских народов Кавказа. В историографии Кавказа имеются, как вам известно, немало ярких звезд. Значит, среди них, я бы сказал, особое место принадлежит Анатолию Несторовичу Генку, чье наследие столь значительно и знаково в изучении языков и культур горских народов Кавказа. Именно горских народов Кавказа. В том числе, естественно, абхазов, абазин, адыгов. Он является зачинателем, первооткрывателем целого ряда сфер и направлений в изучении этих горских народов Кавказа. Анатолий Генка – кавказовед широкого профиля. Диапазон его научных интересов включал в себя большой круг лингвистических и историко-этнографических вопросов. Он посвятил горским народам Кавказа всю свою жизнь, рассказывает Зураб Джапуа. Генка настолько проникся историей и самобытностью Кавказа, что стал активно защищать позиции горцев, за что и пострадал от советской власти, политику которой в отношении Кавказа резко критиковал. В 1941 году НКВД арестовывает ученого. Через 3 месяца он умирает, доведенный до истощения в больничном изоляторе. Таким образом, можно говорить, что Генка положил на алтарь кавказоведения собственную жизнь. Потому выявление и публикация любого материала из его наследия этого великого ученого, я считаю, весьма важно для всего кавказоведения. Книга «Введение в этнографию Кавказа» – это уже 3-е по счету издание трудов Анатолия Генка под руководством Зураба Джапуа. Ранее, в 2007 году, президент Академии наук Абхазии опубликовал материалы абхазского фольклора, а затем в 2019 вышли абазинские материалы. «Введение в этнографию Кавказа» включает в себя курс лекций Генка, читанный студентам филологического факультета Ленинградского государственного университета в 1940 году. Эти материалы были найдены, значит, в 2007 году в Санкт-Петербурге в архиве Института восточных рукописей Российской академии наук. И они изданы впервые. Раньше они не издавались. Они найдены мной, и я считаю, что это находка не просто удачная, счастливая находка. И с 2007 года я находил возможности, готовился к подготовке, к изданию этих лекций. Среди тех, кто помогал Зурабу Джапуа, специалисты Академии наук Юрий Анчабадзе, Нала Барциц, Саида Хаджимба. Так Саида рассказывает, какой титанический труд проделали сотрудники, прежде чем в свет вышли ценные рукописи Анатолия Генка. Проведена колоссальная текстологическая работа над материалом. Эта работа проходила в несколько этапов. Изначально нужно было сделать так, чтобы текст, который мы готовим к печати, он был читабелен, а он не был читабелен. Затем проводилась сверка текста, оригинала с набранным текстом. Здесь эта рукопись дополнена 4 указателями, которые очень удобны читателю. Считаю, что данная рукопись является настоящим подарком не только для абхазского читателя, но для любого человека, ученого и неученого, для каждого, который интересуется этнографией Кавказа. Команда у нас работает настолько давно и настолько подготовлена к такого рода работам, что в нашей команде есть специалист, умеющий работать с такими текстами, и он провел большую работу для того, чтобы этот текст можно было готовить к печати. Доступ к рукописям специалиста такого уровня, как Анатолий Генка, весьма сложен, рассказывает Зураб Джапуа. В этом деле оказали помощь историки и ученые, а также дочь самого Генка. Мне оказали помощь
Прежде всего, Царство Небесное, Хухут Соломонович Гажба, Владислав Григорьевич Ардзенба, Ярослав Васильков, Ирина Попова. И самое главное, без ее поддержки, без ее помощи ничего бы не получилось, без рукописей, без материалами Анатолия Несторовича Генко. Это его дочь Галина Анатольевна Генко. В книге лекции, посвященной культуре и языкам горских народов Кавказа, одному народу Генко уделяет одну лекцию, и только абхазам ученый посвятил 2 семинара. Существенную помощь в издании оказал председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муса Экзеков. Книга вышла в Москве тиражом 500 экземпляров. Сейчас ее уже можно приобрести в книжных магазинах Сухума, Москвы, Санкт-Петербурга. Илана Казама, Торник Амичба, Абаза ТВ. 4 ноября 1930 года родилась Людмила Тарнава, заслуженный библиотекарь Абхазской АССР, выпускница СГПБИ. Работала преподавателем русского языка и литературы в сельских школах Абхазии, библиотекарем в республиканской библиотеке, была заведующей библиотечным отделом специального хранения и отделом краеведческой литературы. Занималась составлением библиографических картотек. Людмила Тарнава в годы Отечественной войны находилась в оккупированном Сухуме и вела дневник, который был издан в 2008 году. Дневники Людмилы Тарнава положили начало специальному проекту на нашем телеканале, где ее воспоминания озвучивала журналист Лиана Ибшнова. Были сильные бои в районе, где я живу, улица Эшба, у школы и подземного перехода. Мы сидели в подвале, а грохот стоял невообразимый. И замирали сердца. Не в наш ли дом попал снаряд? Каждый раз выбегали во двор на секунду и в квартиры, чтобы взглянуть, не у нас ли горит. В дом попал снаряд, и наверху у Маквалы и Гии Эсебуа сгорели дотла квартиры. Захватила и квартиру русскую на 5-м этаже. На улице Эшба 9-этажки и 1 5-этажка горели, как хорошие свечи. Подожгли дома сами гвардейцы. Наученные горьким опытом, я и соседки моего подъезда собрали свои вещи, связали их в узлы и тюки и снесли в подвал. Там же и сидели круглые сутки и даже спали несколько дней. Мы продолжаем проект «Биографический салон» на Абаза ТВ. Место, где рассказываем вам истории людей, переживших Отечественную войну народа Абхазии. Гостем нашего салона стал ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Тимур Надарая. Если вы хорошо помните, в 1989 году, когда эти события все были, сюда прислали российских военных, и там среди них было очень много курсантов. У меня буква К было написано здесь на погонах, если кто хорошо помнит. А в 1989 году те события я застал в Киеве. У нас была там стажировка в Киеве. И вот я прихожу вечером, сидит рота, смотрит телевидение, и вдруг показывает: «Тимур, Тимур», мне кричат. Я говорю: «Абхазию показывают, Сухум». Это для меня... Я прибежал туда, смотрю, и показывают здесь вот эти события. Я на второй же день написал письмо в связи с событиями на родине. Прошу меня и отпуск генерала Громова, вот, командующий в Афгане, что был. Он тогда Киевским округом уже командовал. Я ему написал письмо. Ну, естественно, я кто такой курсант, кто мне это письмо: служи, Советский Союз и все такое. Я думал сбежать. Меня нашел командир части, говорит, позвал меня. Ну, тогда, видите, политотдел работал хорошо. Мы, говорит, все понимаем, что у тебя душа там, сердце болит, но смотри, говорит, сбежишь, это уголовное дело.
ты дезертир и все такое. То есть мне тогда вот в горячую фазу в 89 году никак не пришлось, законно. Я о чем просил, чтобы мне как бы отпуск раньше дали, потому что после этого сразу отпуск начинался. И вот когда я уже в июле эти были, а в августе я уже был здесь. И здесь очень много было войск. И я, когда в форме курсантской в село Кутол пришел, сперва все попрятали ружья свои с стволки, а потом, когда узнали, что я абхаз, они меня куда-то в центр вывезли. Говорят, ты будешь как россиянин, вот здесь останавливать грузинские машины, а мы будем проверять, у них есть ли оружие в багажнике или нет. И грузины, стройка, которая была, пустили слух, что русские с абхазами стоят на их стороне и проверяют наши машины. Такая была история. Потом я опять уехал учиться, и в 90-м году, вот я помню референдум за сохранение СССР, я помню блок «Союз», который здесь Юрий Николаевич Воронов, Альберт Гаспарович Тополян, Владислав Айтгылара, вот блок «Союз», помните, организовали на выборах, чтобы проголосовать за Союз. Я понимал, что здесь грузинское население бойкотирует, и очень важно здесь какой-то процент работать. Вот я с Донецка прилетел на один день вот сюда, чтобы просто здесь проголосовать, что мой голос здесь зачелся. Вот просто прилетел в село, пришел свое, проголосовал, и на следующий день улетел. Мама говорит, что ты делаешь? На один день приехал. Я говорю, там я работаю, но я не мог здесь не проголосовать. То есть я это все понимал, переживал с того времени. Ну, все-таки военно-политическое училище, оно само за себя, наверное, говорит слово политическое, что мы в тех вещах некоторых были подкованы, анализировали ситуацию более-менее и понимали, куда идет. И там как бы для любого грамотного человека все было ясно. Биографический салон с Тимуром Надарая смотрите в нашем эфире в субботу, 6 ноября. С 23 октября театр имени Искандера с большим успехом провел большое гастрольное турне. Представил спектакли на международном фестивале «Соотечественники» в Саранске, на 3-м фестивале русских театров зарубежья в Ярославле и в рамках проекта «Театральный проезд» в Тамбове. А в рамках программы «Большие гастроли», организованного Росконцертом, согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану, Министерство культуры России показал спектакли в Иваново и завершил Русдрам гастроли в Твери. Наши коллеги с канала «Россия-1» на гастролях Русдрама в Твери. Попасть по пушкинской карте можно в том числе и на спектакли в театр драмы. Накануне там встречали артистов Абхазского театра имени Искандера. Они приехали к нам с большими гастролями. В программе 2 спектакля. Один из них – серьезная драматическая постановка «Хаджи Мурат». Сухумские артисты готовятся к выходу на сцену. Они уже давали спектакли в Иванове, Сыктывкаре, Ярославле. Теперь приехали в Тверь. Никто не жалуется на усталость. Сильный кавказский характер не позволяет. Русдрама – самый популярный театр в Абхазии. В его репертуаре 25 спектаклей. Все постановки разножанровые. Коллектив молодой, но очень талантливый. Коллектив очень слаженный, очень дружный. Мы помогаем друг другу за кулисами, неважно, в жизни. Ну, в общем, такой сплоченный коллектив достаточно, поэтому очень комфортно работать. «Хаджи Мурат» – второй спектакль, который показали артисты из Абхазии. Постановка по пьесе Льва Толстого уникальна. На театральных подмостках появляется редко. Это последнее недописанное произведение писателя о сломе времен и эпох, о невероятных обстоятельствах, где человек принимает вызов судьбы. Работать над постановкой было непросто. Как признаются сами артисты, это неожиданный взгляд на гениальное произведение. Рассказ идет от первого лица. У меня образ в этом произведении сочинителя, потому что у нас очень непростой спектакль. Это не спектакль о Хаджи Мурате, как о таковом, хотя об этом, безусловно, тоже. Это такая некая совокупность образов и Хаджи Мурата, и о жизни самого Льва Николаевича, о его переживаниях. Красочные костюмы, отличная работа со светом и музыкальное сопровождение дополняют глубокое исследование кавказской повести Льва Толстого. Такой вот репертуар, который мы сегодня представляем тверскому зрителю, он во многом демонстрирует палитру наших возможностей. В нашем репертуаре разные спектакли, от комедий до трагических, даже таких очень серьезных спектаклей.
С июля Русдраму закрыли для посетителей, поэтому гастроли для коллектива – возможность реализовать свой творческий потенциал. Тверской публике понравилось выступление артистов из Абхазии. Они устроили искандеровцам теплый прием. Ирина Шляхтова, Владислав Рогожин, Вести, Тверь. Спортивные успехи. Элкан Гвазава стал серебряным призером первенства России по тяжелой атлетике в Грозном, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. В первенстве приняли участие более 400 спортсменов из разных регионов России. Элкан Гвазава стал вторым среди юниоров 15-18 лет с результатом в сумме двоеборья 259 килограммов. В весовой категории 61 килограмм. Гвазава учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова. Ранее спортсмен тренировался в Колдахварской школе-интернат в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба. Сейчас о погоде в республике. В пятницу, 5 ноября, в Абхазии переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 14, днем до 23 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.